Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшип Шара. Я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. Премьер-министр Владимир Делба поздравил руководство и сотрудников Госкомитета по статистике с годовщиной образования ведомства. В Сухуме прошел мастер-класс российского бариста по приготовлению кофе. Мероприятие организовано финалисткой команды Абхазии Дианой Возба. Команда КВН «Фантасмагорцы» из Абхазии заняла первое место в своей группе на этапе 1/4 финала открытого московского турнира команд КВН «Лига талантов». Абхазо-российские отношения были и остаются важнейшим фактором обеспечения безопасности, укрепления суверенитета и дальнейшего развития Республики Абхазия. Российская Федерация является нашим союзником и стратегическим партнером. Это партнерство способствует укреплению обороноспособности нашего государства, усилению его международных позиций, развитию экономики, социальной сферы, образования и национальной культуры. Благодаря союзническому взаимодействию наших государств граждане Абхазии имеют возможность жить, работать, учиться и воспитывать детей под мирным небом, говорится в заявлении президента Абхазии Бадры Гунба. Глава государства отметил, что российская поддержка всегда носила уважительный и созидательный характер. Благодаря тесному взаимодействию с Россией в Абхазии реализуются образовательные, культурные, гуманитарные проекты, строятся и ремонтируются школы, учреждения культуры, создаются новые возможности для молодежи, развивается сотрудничество в сфере науки и современных технологий. При поддержке российской стороны ведется работа по развитию абхазского языка, в том числе его интеграции в цифровые платформы и решения на основе искусственного интеллекта, что открывает дополнительные возможности для сохранения и популяризации государственного языка. Бадра Гунба считает абсолютно неприемлемыми и несправедливыми высказывания в адрес первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Он является уроженцем Абхазии и своими конкретными делами неоднократно доказывал искреннее и неравнодушное отношение к нашей стране. Я считаю его своим другом и другом Абхазии, подчеркнул президент. Народ Абхазии дорожит союзническими отношениями с Российской Федерацией, основанными на взаимном уважении, доверии и общности интересов. Руководство Республики Абхазии впредь будет проводить политику, направленную на укрепление дружественных и стратегических отношений с Россией, отмечается в заявлении. Я не комментирую коллег ни абхазских, ни российских, тем более, когда это может касаться международного контекста, отметил спикер парламента Лаша Ашуба на просьбу Абснепресс прокомментировать пресс-конференцию депутата парламента Кана Кварча, прошедшую накануне. Предвкушая возможную дискуссию, хочу повторить в очередной раз, что парламент Абхазии не ставит под сомнение незыблемость абхазо-российских отношений. Мы и далее намерены продолжать совместную работу по укреплению взаимоотношений во благо наших народов. Я не буду останавливаться на тезисах, озвученных Кварча. Это мнение отдельно взятого депутата, заявил спикер. Пресс-конференция Кана Валерьевича Кварча – это его частное мнение, а не позиция парламента, отмечает и депутат Народного собрания Дауд Хутова. Кан Валерьевич проводил пресс-конференцию по собственному желанию. Она не имеет отношения как такового ни к работе комитета, ни к Народному собранию. Со мной точная повестка его встречи не озвучивалась и не обсуждалась, и, насколько мне известно, с руководством тоже. Нас 35 человек, а Кан Валерьевич один из 35. Он высказал свое мнение, с чем-то можно быть согласным, с чем-то наверняка можно быть не согласным. В принципе, он обладает таким правом. Он депутат парламента. Это его мнение по поводу тех вопросов, на которые он ответил, подчеркнул руководитель комитета. К другим новостям. Органам статистики Абхазии 104 года. Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр финансов Саид Губаз, министр юстиции Анри Барциц поздравили руководство и сотрудников Госкомитета по статистике с годовщиной образования ведомства и сообщили, что ряду сотрудников указом президента присвоены почетные звания «Заслуженный работник статистики Республики Абхазия». Смотрите репортаж Дамея Акшпа.
С профессиональным праздником коллектив поздравил премьер-министр Владимир Делба. Глава правительства отметил важную роль статистики в развитии государства. Поблагодарил сотрудников за высокий профессионализм и преданность своему делу. Пожелал благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в благородной работе. За этот период, за более чем вековой период, статистика прошла через очень многие вызовы. Дело в том, что, как и всегда, достоверная, правдивая и, самое главное, своевременная информация, поступающая в органы статистики, дает возможность принимать важнейшие решения на территории нашей страны. Сегодня мир очень динамично развивается, и информация является важнейшим источником для принятия решений. В частности, мы все с вами трудимся над важными задачами, поставленными главой государства, и понимаем, что без достоверных, объективных данных, статистических данных, через статистические наблюдения, безусловно, невозможно формировать ни прогнозы социально-экономического развития, ни подготавливать проекты стратегических документов. Ваша работа важна для государства, мы это все прекрасно понимаем, осознаем. Существенные результаты вашей работы уже видны, очень хорошая динамика. Владимир Валерьевич отметил, что в мир современных технологий мы не можем стоять на месте. В этом направлении у вас тоже есть существенные результаты. Много изменений в нашей работе. Это с учетом, вы отмечали, технических оснащений, там, коммуникаций новых и так далее. И у нас немножко такой сдвиг, если раньше все вручную собиралось, теперь надо пользоваться, создавать эти программы. И новый стиль работы должен быть у нас. Мы должны больше внимания, вот когда рутинная работа уйдет на задний план, и все это автоматизировано будут собираться таблицы, я думаю, наша работа будет связана именно с контролем, с аналитикой и другими предложениями. Слова поздравления в адрес коллектива также прозвучали от руководителей профильных ведомств. Был отмечен высокий профессионализм сотрудников комитета, их ответственное отношение к работе и значимый вклад в развитие финансово-экономической системы страны. Статистические данные – это не просто цифры, это важные показатели, которые говорят нам о положении дел во всех отраслях, во всех сферах деятельности государства. Это важные данные, которые служат для нас основанием для принятия управленческих решений, основанием для более точного и долгосрочного планирования. Без вашей информации о количестве трудоустроенных граждан Республики Абхазия и всех остальных данных сложно было бы пытаться даже спрогнозировать, что нас ждет в будущем. Тем более, учитывая то, что при составлении этих планов мы находимся в середине одного финансового года, апеллируем данными за уже истекший и пытаемся что-то придумать насчет грядущих лет. Без тех данных, которые вы собираете, без того труда, с которым вы эти данные собираете, сложно было бы что-то говорить о планах по развитию нашей республики. Какой праздник без подарков и заслуженных наград? В честь 104-й годовщины органов государственной статистики президент Бадра Гунба принял решение о награждении ряда сотрудников почетными званиями за многолетнюю трудовую деятельность и вклад в развитие статистической службы страны. Звание «Заслуженный работник статистики» удостоены Роберт Геворгян, Ирма Жиба, Лёля Кочарава и Мадина Тарба. Мне очень приятно сегодня получить такое звание. Огромное спасибо. Это мой второй дом. Это то, где я, как говорится, все время, постоянно. Государственный комитет по статистике – это важная структура, которая имеет большую историю более века. Узнать о том, кто стоял у истоков создания ведомства, сложно, ведь архив сожгли грузинские оккупанты во время Отечественной войны народа Абхазии. Согласно некоторым источникам, Центральное статистическое управление Абхазии было создано в июне 1922 года. Такую дату утвердили в советские годы. Однако историки упоминают в своих статьях о 1918-19 1920 годах. Дамий Акшба, Дэвид Марге, Давид Авицба, Абхазское телевидение. МИД Абхазии прокомментировал стамбульскую встречу министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии, заявив, что
Принятая декларация содержит стандартные фразы о региональной безопасности, не учитывающие современные геополитические реалии. В документе вновь подчеркнута важность восстановления территориальной целостности Грузии, что Абхазия считает юридически необоснованным. Абхазия напоминает, что вышла из состава ГССР в соответствии с советским законодательством и независимо от Грузии, которая лишила себя прав на Абхазию, разрушив единое правовое пространство. Также Абхазия обвиняет Грузию в культурном геноциде, ссылаясь на уничтожение Госархива и Абхазского института истории, языка и литературы в октябре 1992 года. Региональная безопасность не может строиться на кулуарных соглашениях, игнорирующих волю государства региона, международная правосубъектность которого признана рядом государств-членов ООН. Решающим шагом на пути к обеспечению реальной безопасности на Южном Кавказе должно стать изменение курса Грузии в сторону конструктивного участия в международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье и подписание юридически обязывающего документа о неприменении военной силы против Республики Абхазия, отмечается в комментарии МИДа Республики Абхазия. Все здание панорамы обороны Севастополя площадью 30 тысяч кубометров выгорело после удара ВСУ. В МИД России атаку на здание панорамы уже назвали варварским актом против гражданского объекта. Кремль также прокомментировал удар, отметив, что Киев пытается наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Но мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории, такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего. В результате удара ВСУ Музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения. Исторические фрагменты панорамы не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно практически уничтожено. В Музее обороны Севастополь уточнили, что фрагменты подлинной панорамы Франца Рубо штурм 6 июня 1855 года уцелели, поскольку хранились не в атакованном здании, а готовились к экспозиции в другом филиале. Губернатор Севастополя напомнил, что здание музея уже переживало подобный удар в июне 1942 года. Тогда при артобстреле нацистами оно загорелось и частично было разрушено. Пожарным, солдатам и морякам удалось вынести из огня 86 фрагментов уникального полотна, а после войны произведение фактически было воссоздано заново. К сожалению, Абхазия тоже столкнулась с культурным и историческим террором в годы Отечественной войны. Мы поговорили с историком Асланом Авицба, который отмечает, что в борьбе с исторической памятью есть определенная закономерность. И в действиях ВСУ при последнем обстреле она отчетливо проявляется. Когда начинается война, первой ее жертвой становится правда. Прежде всего, наша история является нашей правдой. И это относится к истории не только абхазов, но и вообще к истории. И то, что сегодня творится на СВО, то же самое проявление войны на уничтожение. Люди, когда воюют с современностью, воюют и с историей, и с будущим. Потому что история, современность и будущее всегда взаимосвязаны. Это уже, знаете, невозможно воевать в перчатках. То есть делать что-то... Хотя международное, так называемое гуманитарное право придумало какие-то правила ведения войн. Но никто и в мире это не соблюдает. К сожалению, это никого не оправдывает. Когда ты уничтожаешь
наследие какого-то народа или конкретного государства, ты уничтожаешь наследие всего человечества. Это в международном праве так написано. Потеря национального достояния одного народа является потерей достояния всего человечества. Это написано в международном праве, которое должны защищать сильные вершители судеб всего мира. Но мы живем в такое время, когда не то что до истории, до современной правды ни у кого нет дела. До того, что сегодня делает украинский режим на территории России, нанося удары по музеям и историческим хранилищам истории и так далее. Это, конечно, для нас, к сожалению, не новость. Время поменялось. Сейчас войны ведутся другими методами, но суть войн никогда не менялась. У нас самая тяжелая катастрофа, вообще самой большой потерей является это культурный, но остается культурный геноцид, который был устроен грузинскими войсками на территории Абхазии, когда они сожгли в один день наш институт документальных исследований, тогда он назывался Институт абхазского языка, литературы и истории, и Государственный архив. Фактически мы после этого остались без истории, которая тогда была собрана там и хранилась. И люди, которые уничтожают историю, они уничтожают и настоящее, и будущее. Потому что это народ без истории, как дерево без корней. Он долго существовать не может. И да, те люди, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы корней у нас не осталось, неважно, где это и кто это делает. Это делается в Абхазии, в России, в каком-то другом месте. Значит, он делает только с единственной целью, чтобы не было исторической памяти. А историческая память уничтожается тогда, когда она хранит нелицеприятные для врагов сведения. В Сухуме впервые за 33 года ремонтирует фасад школы номер 15. Инициатором выступил Росатом, заметивший проблему при установке спортплощадки. Ремонт идет при поддержке президента Абхазии Бадры Гунба и замруководителя АП России Сергея Кириенко. После фасада городские власти благоустроят школьный двор. Все работы завершат к началу нового учебного года. Все пляжи по городу Сухум готовы к купальному сезону. Сотрудники ГИМС совместно с Министерством туризма завершили проверки пляжей Республики инспекции в столице. Подробности в материале Аэлиты Арутюнян. Осмотр пляжей Сухума дали удовлетворительный результат. В основном готовы арендованные пляжи столицы. Что касается городских пляжей, можно сказать, по всем пунктам наших предписаний готов пляж поселка Гулрыбш. Остальные города, в принципе, можно сказать, готовы частично. Основная проблема – это по спасателям. Пляжи по городу Пицунда тоже есть спасатели, но они еще не подготовлены, они отправили их на учебу. Немного времени нужно, они попросили немного времени, и в принципе у них тоже будут спасатели. По остальным городам тоже будут спасатели, но тоже немного времени нужно для этого. Тенгиз Сабу отметил, что по Сухумской части есть один пляж, который практически не готов к открытию купального сезона. Не готов к открытию купального сезона. У них были определенные причины. Они сказали, что погода не позволила выполнить данные мероприятия. Там были штормовые погоды, поэтому мы им дали еще определенное время. Лето – время отдыха, купального сезона. Это период, когда в знойную погоду хочется освежиться и с удовольствием провести летнюю пару. Поэтому весьма важно создать для людей все необходимые условия. Так, например, на пляже Айтар есть спасательный пост, все необходимые средства, в том числе и плавательные круги, жилеты. В море есть буи, за которые нельзя заплывать. Там же оборудована на посту у нас рубка, где может спасатель предупреждать
предупреждает в случае, если там заплывают отдыхающие за буи, он может их предупредить, чтобы они, значит, возвращались. В общем, все по безопасности, да, в том числе это и какие-то и санитарные нормы, и мусор, в том числе уборка, да, всяких опасных предметов, острых, арматуры. Очень много у нас в последнее время после каждого дождя сильного очень много мусора выбрасывается на берег. И это проблема, то есть и наши люди дополнительно еще нагружены вот этими вещами, но это тоже делается. В этом году прошла первая совместная проверка с Министерством туризма Абхазии. Такие проверки будут ежегодными. Министерство по туризму Республики Абхазия совместно с Государственной инспекцией сегодня проводило плановые мероприятия в связи с открытием пляжного и курортного сезона нашей республики. И мы совместно провели мероприятие, при котором осмотрели пляжи города Сухум, в частности, на предмет выявления каких-либо нарушений. Нарушений, к счастью, не выявлено. Можно считать, что наши пляжи достаточно в удовлетворительном варианте находятся для туристов. И не только для туристов, но и для местных. А центральный пляж столицы откроет купальный сезон в первых числах июля, там, где проходят реконструкционные работы. Как вам известно, летний курортный сезон мы совместно с МЧС, после того, как водолазы осматривают дно нашего моря, и после этого мы совместно каждый год открываем летний курортный сезон. Но в этом году, как нам известно всем, сегодня у нас реконструкция набережной идет. В этой части, вот, где реконструкция идет, у нас чуть попозже, а в других районах, в Синопе, там, на Маяке и так далее, как обычно, с 1 июня у нас летний курортный сезон будет открываться, ничего не меняется. Так же, как отметил Тенгиз Сабуа, в городе Гудаута, благодаря слаженной работе сотрудников ГИМС МЧС Абхазии, удалось избежать несчастного случая. Сегодня в городе Гудаута произошло чрезвычайное происшествие. Человек плыл далеко и не мог выплыть, его течением уносило. И наши сотрудники это увидели и на катере дошли до него и вытащили, спасли человека. Все мероприятия по проверке пляжей по Абхазии закончены. Они дали удовлетворительный результат. Айлида Аручняна, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. Делегация Минтуризма во главе с министром Астамором Логуа участвует в международном туристическом форуме «Путешествуй», который проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня. В рамках форума планируется ряд нацеленных на развитие туризма в Абхазии рабочих встреч, участие делегатов в панельных дискуссиях, а также выступление министра на деловых сессиях. Яркое культурное событие ожидается этой осенью в республике. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба российский режиссер, лауреат премии «Звезда театрала-2025» Роман Габрия поставит спектакль «Женитьба» Гоголя. Премьера станет необычной, ведь пьесу Гоголя режиссер интерпретировал по-своему. Он переносит действие комедии в атмосферу 1990-х годов Сухума. Отметим, что гоголевская «Женитьба» впервые была поставлена в Абхазском театре еще в 1968 году. В спектакле задействованы 9 талантливых актеров. Как сообщает пресс-служба Абхазского театра, премьерой этого спектакля в сентябре будет открыт 96-й сезон. Автором перевода новой авторской инсценировки является Алхаз Чолокуа. Здравствуйте, меня зовут Рома Габрия, я режиссер из Санкт-Петербурга. Хочу немножко рассказать о работе над пьесой, которую я приехал ставить. Пьеса эта принадлежит перу Николая Васильевича Гоголя. Это большая хрестоматийная русская классика, поэтому это одновременно радостно ставить и одновременно, конечно, волнительно. Потому что пьеса классическая, она идет на многих-многих площадках по всему миру. В разных интерпретациях и решениях мы предложим зрителю Абхазии свое решение. Спектакль мы выпускаем, репетируем и создаем в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанбы. То есть театр национальный, и хотелось бы, чтобы какие-то ценности, какие-то культурные слои абхазской культуры, чтобы они были вплетены в
в сердцевину спектакля и давали отклик у зрителя, который придет увидеть нашу работу, да, чтобы это был не просто Гоголь, а Гоголь и что-то еще, что будет сохранять культурные ценности Абхазии. Вот. Мне кажется это важным именно в этом месте, в это время. В Сухуме прошел мастер-класс российского бариста по приготовлению кофе. Мероприятие, которое организовала финалистка команды Абхазии Диана Возба, собрало любителей этого напитка и всех, кто связан с кофеварением. С разнообразными технологиями варенья кофе знакомилась и Ирена Богателия. Наш край славится своей глубокой любовью к кофе, и на набережной Сухума всегда витает восхитительный аромат этого терпкого напитка. Диана Возба, представительница компании «Гагра Кофе», приехала в столицу с целью реализации своего проекта «Кофейная Абхазия». В течение 2 дней профессионалы кофейной индустрии имели возможность слушать лекции и участвовать в практических мастер-классах. Диана стала одной из 48 победителей конкурса «Гостеприимная Абхазия», который направлен на поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма и гостеприимства на территории республики. Хотелось бы, чтобы мы обменялись опытом, общались, создали такое сообщество кофейное, людей, которые смогут в дальнейшем помогать друг другу, развивать кофейную культуру дальше. Вообще кофе — это культурный код Абхазии, и нам необходимо в этом плане развитие для того, чтобы готовить по мировым стандартам кофе. Теоретическая часть мероприятия включала лекции, на которых подробно рассматривалась история кофе, его сбор, а также различные способы обработки кофейных зерен. Участники также углубились в этапы приготовления кофе. Лекция прошла в формате открытого диалога с участниками. Диана Возба рассказала о том, как во время повышения квалификации в Санкт-Петербурге она встретила одного из ведущих экспертов кофейной индустрии. Вдохновленная его знаниями и опытом, она решила пригласить его в качестве спикера для своего проекта. Ферментация – это процесс поедания бактериями сахаров, которые есть в этом продукте. То есть, чем больше сахаров, тем активнее идет процесс у нас, и тем дольше этот процесс у нас идет. Ферментация виноделия. Цель данного мероприятия заключается не только в обучении правильной техники варки кофе, но и в создании единой и уютной атмосфере, где баристы, владельцы различных кофеин и ресторанов, а также все те, чья деятельность связана с кофейной индустрией, могли бы познакомиться, наладить связи и поделиться опытом, который будет полезен в бизнесе и карьере. Мы варим там очень вкусное кофе, но, конечно же, хотелось бы, чтобы для наших клиентов мы хотим лучше, стараемся узнавать новые информацию. Поэтому мы сегодня приняли приглашение, приехали сюда. Нам очень интересно. Много чего мы сейчас услышали про происхождение, про историю кофе. В дальнейшем нам будут рассказывать про методы готовки кофе. Спасибо большое всем организаторам, кто нас это все организовал. Очень приятно, что у нас в Абхазии проводят такие вот мероприятия. Мероприятие было организовано при поддержке грантовых средств, и участие в нем было абсолютно бесплатным. Благодаря этому проекту кофе в Абхазии обретает новую жизнь, и пусть каждый глоток будет полон тепла и радости. Ирена Богателия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Команда КВН «Фантасмагорцы» из Абхазии заняла 1-е место в своей группе на этапе 1/4 финала открытого московского турнира команд КВН «Лига талантов». Игры прошли 9 июня в Международном молодежном центре «Планета КВН». Участники соревновались в 3 конкурсах: приветствие, разминка с жюри и стем. По итогам выступления абхазская команда набрала 13,7 балла и стала лучшей в своей группе, сообщает Госкомспорт Республики. Дополнительный успех команде принес конкурс на лучшую группу поддержки. Фантасмагорцы разделили победу с командой «Квадрат Малевича», получив дополнительные 0,1 балла. Заняв 1-е место в своей группе, команда из Абхазии обеспечила себе выход в полуфинал открытого московского турнира команд КВН «Лига талантов».
Дом дружбы «Мы вместе» открывает конкурс для абхазских креативных и социально ориентированных проектов, а именно на предоставление площадок для реализации культурных, просветительских и медийных инициатив. Прием заявок продлится до 30 июня. Итоги будут подведены 1 июля. Все услуги центра предоставляются бесплатно. Обновленный дом российско-абхазской дружбы, который полноценно заработает уже в сентябре, станет первой в республике профессиональной творческой инфраструктурой открытого доступа. В распоряжении резидентов будут зал для конференций, коворкинги, студии для записи видео, аудиоподкастов и песен, а также пространство для проведения выставок, дискуссий и семинаров. Сформированная по итогам конкурса программа охватит период с 1 июля по 31 декабря 2026 года. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью до полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.